Лирические хороводы, шуточные солдатские песни, есенинские стихи, искрометные частушки и виртуозные трюки. Все это объединил Рязанский хор. Коллектив приехал в республику для участия в международном фестивале «Танцуй и пой. Великая Россия». О колоритном празднике Роман Истомин. Для Сыктывкара проводить фестиваль не стало в новинку. В 2014 и 2016 мы уже распахивали свои двери для любителей народной культуры. И вот масштаб встреч поменялся с межрегионального на международный. За месяц на сцене Коми-республиканской филармонии успели выступить коллективы из Санкт-Петербурга, Минска. Сейчас очередь дошла до Рязани. Это программа, на которой мы можем объяснить, откуда наши корни, что мы собой представляем, вот мы, рязанцы, да, что на нашей земле росло, что на нашей земле запомнилось так, что осталось в памяти предков. Поэтому мы говорим о своих ремеслах, мы говорим о своих корнях, о своем фольклоре. На фестиваль съезжаются только профессиональные коллективы, развивающие народную культуру своих регионов. И участие в нем имеет большое значение как для народа в целом, так и для каждого артиста. Как для спортсмена, участие в каких-то соревнованиях, также и у нас не может же одни репетиции быть. Нужно и выступать, показывать свое что-то, смотреть на других артистов, у них учиться чему-то. К слову, и Коми-самобытность не осталась в стороне. Гостей с ней познакомил государственный ансамбль песни и танца Республики Асия-Кыа. Мы с огромным удовольствием побывали на концерте, потому что это другая культура, очень интересно. Работают артисты очень профессионально, спасибо большое. Мы такой заряд энергии получили. И, конечно, интересная лексика была, потому что она другая. Событие в этом году развернулось даже на двух площадках. Последний предфестивальный день проходит в Ухте. Очевидно, чтобы у большего количества зрителей была возможность насладиться многовеликостью культуры наших друзей-рязанцев. Роман Истомин, Анна Зубарева, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сыктывкар.